Это медицинский термометр. Каждый человек хоть раз в жизни измерял им температуру тела. С помощью этого нехитрого прибора ставилось тысячи диагнозов, а миллионы людей были спасены от болезней. Но стоит только его разбить, и термометр становится опасным. А виной тому содержащаяся в нем ртуть. О загадочном жидком металле было известно издревле. Серебристые шарики, по мнению алхимиков, способны были превратить любой металл в золото. Но это только легенды. Зато то, что ртуть представляет собой опасный высокотоксичный металл, вполне доказано. Если в закрытых помещениях содержится ртуть, оно действительно влияет на центральную нервную систему, на крови. Это маленьких детей, если дышит парой ртути, мы можем так сказать. Поэтому в связи с этим надо обходить с этими проблемами все сообща. Ртуть поражает прежде всего нервную систему. Частые головные боли, апатия, снижение интеллектуальных способностей – признаки хронического отравления парами ртути. Симптомы могут проявиться спустя годы после того, как в помещении появилась ртуть. Острые симптомы отравления металлом – затрудненность дыхания, болевые ощущения при глотании, боль в животе, стул с кровью и увеличение температуры тела. Начинают они проявляться уже через час-два после попадания паров ртути в организм человека. Поэтому утилизировать разбитые ртутисодержащие приборы нужно с особой тщательностью. Если чисто случайности разбились градусники, надо проводить демеркуризацию ртуть-содержащих приборов. Сначала надо собирать. После, как мы закончили собирать, надо в отдельную емкость их положить. В этом емкости должна содержаться 10% марганцовка. После этого обычное растительное масло у нас у всех имеется. Пропитать тряпочку и полностью надо протереть этот полы, ковры и где этот упало градусник. После этого это само растительное масло, оно имеет такое свойство, что притягивает как магнит этот ртуть, мелкие частицы ртути. Огромной проблемой является и то, что в нашей стране просто не существует пунктов приема ртути, и утилизировать отходы негде. Разбитые градусники, лампы дневного света и прочие приборы продолжают отравлять почву, воду и воздух уже даже после того, как их не используют. Люди реагируют только на быстрое ухудшение организма. Если произойдет через неделю, 2 недели, а если это идет медленное накопление в печени и почках в течение нескольких лет, оно незаметно. Это свойство многих металлов и радиоактивных тоже. Поэтому, к сожалению, очень трудно убедить людей, что это вредно в перспективе. И вредно особенно в некоторых, в определенном возрасте, в беременности и в раннем возрасте. Вплоть до 70-х годов прошлого века ртуть широко использовалась в медицине. Из нее изготавливали различные препараты. А несколько веков назад даже были известны случаи, когда больному давали выпить стакан ртути, дабы излечить заворот кишок. Только последствия были куда страшнее, чем первоначальное заболевание. Также высказывается гипотеза, что вдыхание паров ртути беременными женщинами может пагубно сказаться на будущем ребенке. То, что от этого хорошего не будет точно, это можно не сомневаться. Косвенно можно предположить, что некоторые болезни Дауна и поведение аутистов именно в регионах, где имеется токсические металлы или радиоактивные, там больше. Значит, косвенное влияние, прямое влияние или косвенное через организм матери, может быть, происходит. Ртуть считается редким металлом. Одно из крупнейших в мире ртутных месторождений находится в Испании. Известны месторождения ртути на Кавказе, в Таджикистане, Словении и в Кыргызстане. Но в большинстве из этих мест ее только добывают и перерабатывают. А вопрос утилизации ртути остается открытым. Елена Ткаченко, Азамат Кадыртоктоев, Ала-То, 24.